Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, құрметті көрермендер. Бүгін енді бір жақсы жаңалық келіп түсті біздің партияға. Ол мынау бірнеше жылдар бойы көтеріп жүрген мәселе, осы біздің тәуелсіздік Қазақстанның бірінші солдаттары, бірінші осындай жаңа қақтығысқа, соғыстарға қатысқан, әсіресе Тәжік ауған шекарасындағы соғысқа қатысқан азаматтар, солардың бірқатар мәселелері көп жылдар бойы шешілмей келе жатқан. Олардың әлеуметтік жағдайы, оларға мынау баспана беру мәселесі, олардың семьяларына, басқа да жаңа әлеуметтік қорғау мәселелері көп жылдар бойы шешілмей келе жатқан. Енді осы сол Тәжік ауған соғысында қатысқан, немесе мынау басқа да Қазақстанның солдаттары қатысқан соғыстарда, немесе басқа да қақтығыстарда сол ветерандардың одағы құрылғалы бері, Мұрат Мұхамеджанов мырза сол одақты басқарып, сол мәселелерді мемлекеттің алдында, биліктің алдында сол мәселелердің барлығын көтеріп, одан кейін ел тірегі партиясымен бірге осы мәселелерді көтеріп, одан кейін естеріңізде болса, 25 июнь күні барлығымыз ел тірегі партиясының аясында осы Бәйтеректің жанына шығып, одан кейін министрліктер үйінің жанына барып, сол жерде бірқатар мәселелерді көтерген болатынбыз. Оның ішінде мынау көпбалалы аналардың мәселесі, инвалидтердің мәселесі, одан кейін осы ветерандардың мәселесі, олардың әлеуметтік қорғау мәселелері. Енді бүгін жақсы хабар келіп түсіп жатыр. Мынау Қорғаныс министрлігінің жаңағы өкілдері бірқатар осы ветерандарға қатысты мәселелер бойынша оңтайлы шешім қабылданып отыр. Уважаемые зрители, уважаемые коллеги, мы сегодняшнее наше обсуждение начнем с одной хорошей, наверное, новости. Новость эта касается всех ветеранов, участников боевых действий. Это касается в первую очередь солдат уже независимого Казахстана, которые участвовали в различных боевых действиях на таджико-афганской границе, в различных других локальных войнах и боевых событиях. И вы знаете, что наши ветераны практически не были социально защищены многие годы. Большая часть ветеранов вообще не получала ни своего статуса, не получала никакой социальной защиты, никаких пособий. Благодаря в свое время созданию Союза ветеранов, участников боевых действий на таджико-афганской границе и других локальных конфликтах, и благодаря активной деятельности ее председателя Мурата Мухамеджанова в свое время был получен статус этих ветеранов. Законом придан статус, и начали выплачиваться, пусть небольшие, но пособия. Выплачивается около 14 тысяч тенге, но политическая партия ел тірегі вместе с Союзом начала поднимать вопросы о том, что государство не может относиться так к своим ветеранам, тем, кто от имени Республики Казахстан, от имени нашей страны участвовал в боевых действиях, в войнах, рисковал своей жизнью. И, как вы помните, 25 июня мы все вышли на митинг в городе Астана, в котором мы потребовали социальной защиты для многодетных матерей, мы потребовали социальной защиты для инвалидов, мы потребовали социальной защиты для всех ветеранов, которые живут в нашей стране. И сегодня вот пришла первая хорошая новость о том, что часть этих требований, которые мы поднимали на митинге, потом была отправлена соответствующая резолюция и письмо на имя главы государства, президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. И сегодня мы узнали о том, что ряд из 29 вопросов было в этом письме поднято перед президентом, и примерно около 13 очень важных для ветеранов вопросов практически уже находят свое решение и обсуждаются уже в парламенте и в правительстве нашей страны. Мурат Мурахметович, вот в связи с этим я хотел бы задать вам вопрос. Во-первых, какие вопросы нашли свое решение вот,
сегодня правительством? И насколько важны эти вопросы для ветеранов нашей страны? И какой в целом был эффект от того митинга, который мы провели 25 июня? Сегодня получили такую хорошую новость. Это вот 13 вопросов Маджлиса парламента, которые были поданы поправки, дополнения, изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по социальному обеспечению, имеют отражение. Вот, мы подавали от вашего имени, Нуржан Бауыржанович, от партии, незарегистрированной партии ЕТРГ, 29 вопросов. 13 вопросов уже решены. Иншаллах, благодаря Всевышнему Аллаху. Вообще, там вопрос стоял не только ветеранов боевых действий, но и военнослужащих наших вооруженных сил. Много очень обращались к нам военнослужащих. Вы и по регионам ездили, встречались с этими военнослужащими, которые были уволены когда-то 10-15 лет. И многие из них не получали жилья, живут в городках, в обособленных на территории войсковых частей, гарнизонов военных. И наконец-то этот вопрос, я думаю, уже решился. Здесь вот я хотел бы зачитать прям со статьи закон.кз. Так, вместе с тем, Маджлис парламента поддержал 13 поправок законодательства по вопросам воинской службы и жилищных отношений для сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих. То есть это касается всех, не только военнослужащих, но и сотрудников специальных органов. Они касаются перехода права на приватизацию жилья членов семьи военнослужащих в случае его гибели, регулирования правового режима выделения жилья из коммунального жилищного фонда и других социальных вопросов. Это раз. Второе. Мы поднимали вопрос, помните, 1 месяц, 3 месяца боевых. Это очень серьезный вопрос, это мотивация. То есть люди, которые находились в горячих точках, они могут выйти на пенсию раньше установленного времени, то есть 63 года у нас сегодня. То есть люди, которые находились в горячих точках, они уже будут выходить раньше, то есть установленного времени. И это главный вопрос. В свое время у меня был разговор с министром Нурымбетов, министр труда и социального населения. Он сказал, это невозможно, необходимо менять кодекс налоговый, там, и пенсионный и так далее, и так далее. То есть это невозможно, это кучу перелопатить документов. Мы тогда сказали, как так несправедливо. Почему, например, вот я офицер, например, да, уходя на пенсию, мне засчитали 1 месяц, 3 месяца боевых, а почему солдат, который сейчас на гражданке, и сержант, не может получить эти 1 месяц, 3 месяца боевых. Поэтому все находились, конечно, рисковали жизнью, да. То есть это несправедливо. Поэтому этот вопрос тоже уже решается. Вот здесь вот я хочу зачитать. Министерство обороны поддерживает вопрос ветеранов боевых действий о льготном исчислении стажа службы в горячих точках 1 месяц за 3 месяца военнослужащим срочной службы. То есть, альхамдулиллях, хвала Аллаху, вот этот вопрос уже имеет место. Дальше. Я хотел бы сказать в отношении того, что будут дополнительно отнесены медицинские сестры в вольно-наемный состав, работающий в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане к ветеранам боевых действий. Я хотел бы сказать, что некоторые даже афганцы, вот, например, Хайрат Юлибаев, которые говорили, точнее, как они говорили, что медсестры, они не воевали, поэтому им не надо давать такой, понимаете, да, статус ветерана боевых действий. Хотя спасали жизни многих солдат и офицеров в Афганистане, которые получали пулевые ранения, осколочные ранения и так далее. Под обстрелами были, конечно. Конечно, они рисковали. Они же вытаскивали с этих вот непосредственно с боевых действий этих наших раненых солдат, офицеров. И сами же вот эти афганцы, вот как вот Хайрат Юлибаев, не хотели даже поддерживать собственных своих медицинских сестер. Вот. Он когда-то возглавлял Союз ветеранов Афганистана по городу Нур-Султан, по городу Астана. И вот я хотел бы просто подчеркнуть, да, что этот вопрос сегодня они получают, согласно статье 5 Закона Республики Казахстан о ветеранах, медицинские сестры. Дальше. Рассматривается вопрос признания ветеранам боевых действий лиц, проходивших воинскую службу в Персидском заливе 84-89 год. Этот вопрос сейчас стоит уже на рассмотрении, тоже чтобы наши воины-казахстанцы, которые были в составе именно сопровождения грузов, которые непосредственно находились в зоне горячей точки, когда был Персидский залив, помните, да, военный конфликт между Ираком и Ираном, 10-летний конфликт такой, да, и вот наши как раз таки тоже обратились к нам граждане Казахстана, которые проходили в то время, и мы считаем, что
эти люди заслужили такой статус, они рисковали своей жизнью. Вот. Дальше. Военнослужащие, бывшие военнослужащие, выполняющие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджико-афганском участке с 1992 по 2001 год. Но здесь не до конца написали журналисты, они не поняли до конца. Но по памяти помним, это люди, которые принимали присягу еще бывшего Советского Союза и в 90-х годах, которые находились в пункте постоянной дислокации Республики Таджикистан. То есть эти люди будут, то есть наши казахстанцы, которые в 90-91 году находились тоже в зоне боевых действий, но в составе на тот момент Советской армии, а потом перешедшей Российской Федерации и Таджикистана. То есть эти люди будут тоже отмечены как ветераны боевых действий, дай бог. Предлагается придать статус ветерана боевых действий военнослужащим, принимающим участие в урегулировании межэтнического конфликта на Горном Карабахе 91-92 год. Вот многие из этих ветеранов Нагорного Карабаха, которые сегодня говорили, что, вот, например, на брифинге, помните, да, нам ничего не надо, у нас все хорошо в шоколаде, особенно Атрау, это Западно-Казахстанская область, хотя вы вместе со мной поехали в эти регионы, Уральск, в Атрау, и когда ветераны поднимали вопрос, чтобы придать статус 91-92 год этим людям, по всем регионам Казахстана практически, да. Которые там участвовали, они поднимали вопрос о том, что им не придают статус ветеранов и вообще нет никакой там социальной защиты. По приказу страны поехали туда, воевали так же, как и афганцы, так же, как и другие те, кто участвовали. И теперь они все подняли этот вопрос. Да, когда мы заострили это все, в какой-то момент властям это не понравилось, они вынудили некоторых там ветеранов, но это, я думаю, что больше, наверное, роль акимов, там на местах и заставили говорить, что якобы они этот вопрос не поднимали, и им это не нужно. Но теперь вот на центральном уровне, я думаю, принято абсолютно правильное, верное решение, потому что люди действительно воевали, рисковали своими жизнями. Ну, я хотел бы еще раз сделать такое дополнение, чтобы Министерство обороны, которое смотрит сейчас нас, эти вот офицеры, ДОМРа, Департамента организационно-мобилизационной работы, а также военкомата, и в том числе министр обороны, вот, чтобы обратили внимание, в том числе и Министерство труда служащего населения, что есть категории такие, как и военнослужащие, которые проходили службу именно в тот период на Горном Карабахе, но и те, которые находились на другой стороне, то есть армянской стороне, которые сдерживали те силы, которые противостояли тоже, вот, то есть с двух сторон стояли, и Нагорный Карабах, и Армянская ССР на тот период. Потом те, которые были Кировакян, Степанакерт, Баку, то есть те люди, которые тоже находились именно в тот период, с 86 по 92 год, то же самое получили этот статус ветеранов, потому что мы прекрасно знаем, что в 91 декабре развал Советского Союза произошел, поэтому они должны, мы считаем, что законом должны получить этот статус. Кстати, впервые Нурике, Асиге, Руслан, вообще, я скажу, в Узбекистане, Кыргызстане, в Таджикистане, те, которые проходили службу в горячих точках на Горном Карабахе, в том числе и в России, нету ни одного никакого статуса. В этих государств нету. Казахстан в этом вопросе, вот он первый, он авангард в этом вопросе, где справедливости, надо говорить, вот сегодня люди заслужили, которые, и многие сегодня российские и другие граждане обращаются из других стран СНГ, обращаются ко мне, как вот получить статус и весь механизм это, то есть какие документы необходимы. И вот мы документы отправляем, и эти люди сегодня вот тоже хотят поднять вопрос решения этого статуса. Теперь здесь вот такой момент, самый такой интересный момент. К нам обратились ветераны боевых действий в Афганистане. Мы прекрасно знаем, что 15 февраля в 1989 году был вывод советских войск Афганистана. И сегодня отмечается у нас в Казахстане 15 февраля, ну и в многих странах СНГ, как день вывода советских войск Афганистана. Ну, теперь такой момент, я хочу сказать, что к нам обратились 120 человек, жители Атрауской и Мангыстауской области, Жанаузена, да, в основном 120 человек, у них свой чат есть. Эти люди впервые обратились к нам, когда мы с вами на реке приезжали в Атрау, они пришли к нам и сказали, мы 30 лет не имеем никаких льгот, не имеем никакого статуса, и мы вообще забыты государством, и Советским Союзом были забыты, и Казахстаном, что нам делать? И тогда обращение было партии ЛТРГ непосредственно к вам, ко мне, как председатель Республиканского общественного объединения «Союз ветеранов», участников боевых действий на таджико-афганской границе военных конфликтов, чтобы мы им дали статус. Теперь люди, которые остались там. Да, 120 человек. Дело в том, что они... Война закончилась, да. Они продолжали вести. Значит, я тебе хотел сказать, да, остановиться подробно. С 15 февраля война закончилась, официально все это праздник,
Вот здесь такой вопрос. Те люди, которые уже после 15 февраля заходили в Афганистан, Громов уже сказал, ни один солдат больше не остался в Афганистане. Стоп. Заходили еще войска туда, вывозили технику оттуда, возвозили личный состав. Вопрос. Погибли даже 14 человек. Это со слов наших ветеранов боевых действий в Афганистане. То есть наших воинов, казахстанцев, 14 человек погибло. Эти люди сами лично хоронили, сами лично прощались с ними и участвовали в этих боевых действиях. Поэтому слова Громова, они не имеют под собой действительности. Это был просто такой очередной пиар, что вот все мы там вывели, на самом деле. И вот я хотел бы зачитать. Министерство обороны предложено рассмотреть участием заинтересованных государственных органов вопрос наделения определенным статусом военнослужащих, которые были направлены в Афганистан для вывоза личного состава, боевой техники, боеприпасов и материальных средств. Вот. Теперь, вот здесь написано, буквально 7 августа мной по поручению министра обороны, департамента по делам обороны Атыраускской области проведен круглый стол с воинами и так далее, и так далее. То есть, вот эти вот вопросы, как бы они уже, Министерство обороны, вот, начальник департамента воспитательной социальной правовой работы, замначальник генерального штаба, генерал-майор Серик Бурамбаев, вот они там собрались как раз с ветеранами, воинами-афганцами, этот вопрос обсуждали, но все-таки 25 числа, когда мы выходили возле Байтерека, и вот эти афганцы выступали, и в камеру говорили, и нас поддержали, то есть это вопрос и многодетных, это людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, это инвалидов, это 56 китайских заводов против. Это вот мы сегодня вот уже первая победа, которую мы заслужили. Я считаю, и мы говорили, и будем говорить, что эти 100 человек, которые стояли с вами вместе в реке, с вами, Асеке, Руслан и так далее, это все люди-герои. Сегодня 1000 ветеранов сегодня получат дополнительные льготы и статусы. 1000 ветеранов сегодня это большая, огромная победа, потому что сегодня нас осуждали, говорили мы вот неправильно, за это я отсидел 15 суток, за эти, грубо говоря, 20 суток, да, в городе Актубе. Но я признаюсь честно, вот эти сотрудники правоохранительных органов, которые начальники департаментов, замначальники департаментов, другие там рядовые офицеры МВД, они меня поддерживали, они понимали, что мы правы, потому что у нас были правоустанавливающие документы, да, где нас хотели лишать некоторых льгот в том числе. То есть, если бы народ, например, и ветераны об этом узнали бы, тогда бы 1000 людей бы поднялось бы. То есть уже позиция государственных органов не поддерживать, в том числе и Министерство обороны нас не поддерживало. Многих вопросов, начиная от удостоверения, кстати, будет выдано удостоверение установленного образца, здесь в этой статье тоже написано, 1 месяц за 3 месяца боевых, у нас документы есть, где не поддерживает Министерство обороны по многим вопросам, это касается и жилья и так далее, и так далее. Но сейчас, сегодня вы видите, уже статья вышла в закон КИЗ, где мы уже видим открыто, что уже государство пошло уже на диалог, и статья называется «Вопрос особого значения воспитания патриотов и работа с ветеранами». Потому что завтра, не дай Аллах, если война случится, не дай Бог, завтра кто пойдет Родину защищать? Кто будет завтра Конечно, подвиги? Даже молодежь, которая видит, в каком состоянии находятся ветераны, что у них нет ни жилья, они всего лишь 14 тысяч тенге там пособий, видя, что там они никак социально не защищены, это, конечно же, воинский дух молодежи точно не поднимет. Но если будет соответствующая социальная защита, и молодежь будет видеть, что государство заботится о тех, кого оно отправляет на войну или кого оно отправляет на боевые действия, тогда, конечно, уже подход будет совсем другой. Поэтому, наверное, абсолютно правильно было то решение, которое принято в последние дни. Конечно, оно было под определенным нажимом, пришлось для этого нам выходить на митинг, пришлось, Мурат Мурахметович, вам сидеть в тюрьме 20 дней, и вопросы завтра социальной защиты не только ветеранов, но и многодетных матерей, они тоже шаг за шагом, наверное, будут решаться. И здесь, я думаю, в этом плане, Мурат Мурахметович, вас и нашу партию ЕЛТРГ народ в этом плане абсолютно поддерживает. Год назад мы узнали про нашего ветерана, он инвалид был, сегодня он умер, его зовут Серкебаев Айдар, звали Серкебаев Айдар Муратович. Сегодня... Средства массовой информации вроде сообщали о нем, да, что он да, выезжали к нему? КТК, да, наши ветераны, мы, как получилось, его, оказывается, сестра, когда ехала в машине с нашим ветераном, она же как раз ветеран ехал в машине в форме, и разговор как бы произошел между сестрой и этим ветераном. И потом она говорит: вы кто? Говорит: мы таджики-афганцы, получили статус ветеранов. И ее брат
оказывается, инвалид прикованный, более 4 лет он тогда уже был прикован к кровати, он был не в курсе вообще всего. И тогда она сказала, можно, чтобы моему брату как-то, он тоже был в Таджикистане, тоже как-то поддержали, помогли. И тогда наши ветераны, наш союз, филиалы нашего республиканского общественного объединения на таджико-афганской границе по городу Алматы, все пришли и посмотрели, в каких условиях живет ветеран. Во-первых, он не двигался, и наши ветераны помогли ему провести газ, собрались там газовую, все это дело полностью подготовили ему, туалет ему, там биотуалет там специальный, деньгами помогали. И у него 3 детей. Дело в том, что маленькие дети, а он чего и боялся. Он мне когда рассказывал, тогда еще говорит, Мурат, у меня, говорит, печка, и, говорит, я всю ночь не спал, чтобы, говорит, дети утром, переживал, мои дети могут умереть угарным газом. У него такая маленькая, это не, кстати, дом, не его, дом родственников, где он у кого-то проживал временно. И 3 детей, жена умерла у него еще несколько лет тому назад. И вот получается, сегодня он умер, и вот помните, один из первых наших, именно, я хотел бы обращение тоже сделать, вот, пользуясь случаем, мы говорили, чтобы те ветераны, которые умерли до статуса, которые после статуса, которые погибли в боевых действиях, чтобы их члены семьи имели право, а также, будем говорить, родственники имели право получать жилье, получать земельные участки под строительство ИЖС 10 соток и пользоваться льготами. Сейчас вот эти 3 детей могут сейчас просто быть определены в детский дом. Но они, может, не хотят в этом детском доме. Поэтому государство, есть сестра. Вот если сестра может пользоваться этими льготами, почему нет? Да, поэтому один из первых наших вот было требований, когда мы выходили туда и говорили, чтобы те, которые погибают и умирают, и которые во время сейчас, потому что очень много женщин обращается ко мне, много ветеранов умирает в Атрау и многих других городах. Что нам делать дальше, что нам как дальше жить? Поэтому мы просим Министерство обороны, Министерство труда и социального населения, чтобы члены семьи имели право пользоваться льготами, вдовы, дети совершеннолетние, родственники близкие, если они стали опекунами, да? То есть, чтобы они имели право получать вот эти законные им правом. У нас средняя продолжительность жизни в 70 с чем-то лет, да, у нас. Ветераны боевых действий – это люди от 50, ну, максимум 55-60 лет, да. Почему они умирают? Это понятно всем, умирают от болезни и ран, которые они получили в ходе боевых действий. То есть они обречены, так как эти болезни неизлечимы, раны тоже несовместимы, бывают очень тяжелые, которые определенный срок жизни дается на это уже. Они умирают. Поэтому здесь особый момент такой, что остаются дети, остаются вдовы, остаются дети, которые, если посмотреть, ну, максимум 20 лет, у которых должно быть будущее, да? А за это будущее их родители отдали свои жизни. Поэтому здесь особое внимание должно быть. И мы должны сосредоточиться на этой работе, чтобы, да, действительно, те, кто умер от ран и болезни, ветераны, участники боевых действий, гарантированно получали пособие, денежные компенсации дети, имели квартиры обязательно. Почему? Потому что если бы он был бы живой, он бы сделал бы это. Если он имел возможность защищать Родину, он что, не сможет создать себе жилищные условия, что ли? Поэтому здесь объективно надо смотреть, и мы должны сосредоточиться на этом внимании. Особое внимание сосредоточить, добиться этого. Потому что дети должны гордиться своими отцами, и они должны иметь право на свое светлое будущее. Потому что отцы их заслужили это. Такой вопрос стоит, да? Почему, например, ветеран Великой Отечественной войны умирает и имеет право члены семьи получать жилье, а почему ветераны боевых действий не могут получать? Нам ответили, что это все-таки Великая Отечественная война, масштаб войны. Мы тогда сказали, что какая разница погибнуть от пули автомата Калашникова 7,62 мм или 5,45 мм, или от пули Шмайстера, да, немецкого производства. Какая разница? Все рисковали жизнью. Поэтому, если мы говорим, например, если бы он жил бы, он бы получил бы квартиру, да. А если он умер, значит ему не повезло. Ну как, Маки, вот так. Надо делать изменения, дополнения в этот закон, чтобы эти люди получали, и будет мотивация. Завтра даже, когда будет Родину защищать, он будет знать, что его завтра семья не окажется на помойке, а семья будет получать даже в случае смерти его жилье. Семья может получить и не будет находиться где-то на улице и так далее. Поэтому Рахмет партии ЕЛТРГ, которая, вот, опять же, везде отстаивает интересы простого народа, простых ветеранов, тех людей, которые сегодня
Тысячи ветеранов сегодня будут смотреть это видео, тысячи ветеранов сегодня будут радоваться. Для многих это будет событие огромного масштаба. Вот. Асике, ваша поддержка, ваша Нурике, Руслан и многих других ветеранов. Когда мы выходили туда, многие нас осуждали, многие говорили, вы не правы, вы сделали очень плохо, нас лишат льгот. Мы тогда объясняли, кто лишит льгот, закон обратной силы не имеет. В законе написано, улучшение да, ухудшение нельзя. Поэтому закон должен улучшаться в этом направлении. Тем более, как можно вообще ветеранов лишить льгот, да? Те, кто воевал, те, кто стоял на страже защиты интересов. Нурике, вот знаете, среди ветеранов, да, шел ролик, да, в отношении вас, да, вы когда были вице-министром труда и социального населения, какую огромную работу вы проделали. Многие не знают эту тему. Вот эти 20 тысяч, да, пытаются на вас навязать клеймо. Да если бы не вы, в первую очередь Аллах, вторая причина и вы. Тогда, помните, даже президент сделал 21 тысячу. То есть Ельбасы сделал 21 тысячу после вашего предложения. После моего предложения. После 2 недель вашего предложения. И люди получали почти год эти деньги. Понимаете, это деньги. А на каждого члена семьи по 20 тысяч. Это огромные деньги по тем временам. И курс доллара какой был. А сейчас пытается, вот 20 тысяч, сказал Нуржан Альтаев, вот проживут. Стоп. Нет, на самом деле многодетные матери были, они очень признательны. Благодарны были, конечно. Потому что семья, имея 5 детей, она получала 100 тысяч тенге ежемесячно пособие. Да, понятно, это может быть небольшие деньги, но ведь семья не будет жить только на это пособие, да? Они там еще где-то, там муж есть, жена есть, которые где-то работают. И плюс дополнительно от государства в чистом виде 100 тысяч тенге ежемесячно. Я думаю, что на тот момент это были не только... Это большие деньги были на тот момент. Хотя бы даже эти деньги даже были. Да. А так сейчас преподносят, а вот Нуржан Альтаев 20 тысяч и как хотите жить. Нет, извините, это надо благодарить, в первую очередь Всевышнего, вторая причина вы. Теперь я хотел бы сказать, многие меня осуждали, когда я с Мухтар Тайжан. Вот Мухтар Тайжан, он дошел до президента, и многие тогда осуждали меня, сказали, Маке, он оппозиционер, зачем ты с ним связался, все, нас там никогда в жизни мы не получим. Хвала Аллаху, один Аллах знает, получим, не получим. Этот человек дошел до президента и получили статус или год, иншаллах. То есть наш союз, Республиканское общественное объединение, Тайжан добились этого. Были 4 рабочие комиссии в 2018 году, в 2019 году 1 рабочая комиссия, в 2020 году 2 рабочие комиссии. И 2 комиссии были Министерства обороны, где пришлось отстаивать, доказывать, там повышенные тона, все, что там было. Из Мухамбетова Бахтар Шалгадинович, как раз таки депутата Мажилиса парламента, который тоже инициировал этот вопрос и поддержал. А были против. Депутаты Мажилиса парламента, афганцы были против этого закона. Понимаете, да? Я не буду называть эти фамилии, Богом судья. Но теперь, смотрите, осуждали нас до сегодняшнего дня, что вот Республиканское общественное объединение Союз ветеранов, участников боевых действий на таджиков, афганских границ и военных конфликтов, ветераны афганцы некоторые, которые и Нагорный Карабах, что мы вот начали с вами взаимодействовать, начали с вами сотрудничать, и многие ветераны вступили в эту партию, не зарегистрированную членами этой партии, вот под таким флагом, под такими названиями Ельтрега, опора народа. И сегодня мы отстояли его. Как они теперь нам будут смотреть в глаза, как эти брифинги, которые где осуждали нас, Атрау, Уральские, там, Актубе, как это понять? Мангыстау пытались там тоже меня там. До 25 числа Мурат Мухамеджанов был в шоколаде красавчик, после 25-го стал плохой. Вот так не бывает. Но это обычные действия властей, к сожалению. Да, вот когда люди начинают высказывать какую-то критику, когда они просто выходят и пытаются донести хотя бы свой голос, что вот здесь надо люди социально незащищенные. Они там, как вы рассказывали сейчас про жизнь этого ветерана, да, который, став инвалидом, ну, по сути, в таких ужасных условиях, когда мы тут там ходим, хвастаемся, говорим, мы такое государство там построили и так далее. Там. Наши власти говорят о том, что мы там в 30-ке лучших, и мы это видим. Сегодня, кстати, вот в новостях я прочитал про гибель одного человека тоже в Алмате, да, который оказалось просто бывший выпускник детского дома, молодой человек 91-го года, оказался вообще, то есть вот, никто никогда не интересовался, хотя он был инвалидом, хотя у него было с детства ДЦП, и он, оставшись один дома, оказывается, умер от голода. То есть он в течение 3-4 дней просто лежал, родственников нет, он сам выпускник детского дома, и ни акимат, ни соответствующие службы там не приходили, и просто
просто человек умер от голода, 91-го года, молодой человек. То есть у нас, к сожалению, вот эти вопросы социальной защиты, и когда мы выходим и говорим о них в полный голос властям, ребята, обратите внимание, что происходит вот такое. Вот есть многодетные матери, вот есть инвалиды, вот есть ветераны, вот есть там другая. Доходы нынешние у населения очень сильно падают. Инфляция прет, уже не знают, как остановить ее. Президент выступает, да, председатель Национального банка там каждый день выступает. Не могут остановить инфляцию. Но при этом, если мы что-то начинаем говорить, сразу против нас идут какие-то действия. Да? Начинают сажать в тюрьму, начинают какие-то там дела возбуждать и так далее. На ровном месте. Там начинается кампания по тому, чтобы этого человека, который осмелился в поддержку народа выступить, пытаются его опорочить перед этим народом. Начинается вот эта вот информационная атака. Ну что мы дураки, что ли? Мы не понимаем, почему там Альтаева начали во всех социальных сетях там поливать грязью, купленные вот эти продажные проститутки-блогеры некоторые, которые за деньги готовы хоть кого там поливать грязью, они начинают выступать и там говорить, вот эти 20 тысяч тенге, допустим, они там всю эту информацию перевернули, да? Хотя я еще раз говорю, что многодетные матери, они благодарны за то, что хотя бы определенное время, но по 21 тысячи тенге им выплачивают, потом прекратили. Но когда я это выступил, они же перевернули мои слова, и теперь это в социальных сетях. И самое главное, когда эта информация всплывает, как только с моей стороны начинается активность определенная, это было, когда я вышел из партии Нур-Отан, вышел из состава парламента, сразу везде в социальных сетях начала идти вот эта информация про 20 тысяч тенге для того, чтобы меня опорочить. Вот активность этих блогеров. Готовились они опять там сделать, на тот момент, я хорошо знаю, там другие моменты, да, вещи. Там, на меня выходили журналисты, на меня выходили честные блогеры, которые мне сказали, Нурике, сейчас вот нам там дают деньги и пытаются нас купить, чтобы мы вас там опорочили в социальных сетях. 200 миллионов, да, выделено, чтобы опорочить? Я слышал, что, да, информационную, значит, борьбу с партией ЕНТРГ Нуржаном Альтаевым выделено 200 миллионов тенге. И его там все эти деньги теперь, значит, распределяют там среди блогеров, журналистов и так далее. Теперь второе. Что обычно власти делают, когда возникает вот такая ситуация, кто-то начинает выражать протест, кто-то начинает выражать недовольство, хотя это все законом разрешено. Мы, например, ни разу не нарушили закон, мы ни разу не нарушили нормы Конституции. Все это закреплено. Право выхода на митинг и довести свой голос до властей закреплено во Всеобщей декларации прав человека. Это закреплено во всех международных пактах, которые ратифицировал Казахстан. Я даже могу привести прямо сроки, когда это все там ратифицировалось. Это все закреплено в нашей Конституции, 32 статье. Это все закреплено в наших законах, которые принимал парламент и подписывал президент. И при этом, когда мы пользуемся вот этим своим правом, против нас начинается вот такая вот атака со стороны тех же властей. Например, мы видим сейчас, что власти обычно делают. Они всегда, когда появляется какая-то организация, когда появляется какая-то общественная активность, не по указке сверху, а когда народ сам начинает, люди, ветераны пусть это будет народ, там, начинает создавать какие-то общественные объединения активные, тут же возникают их близнецы. То есть, да, там, это всегда было так, да, там, сразу же начинают возникать там параллельные какие-то организации. Мы, например, Мурат Нурахович, вот буквально на днях прошла, по-моему, учредительное собрание общественного объединения ветеранов «Парыс», который как раз-таки, на мой взгляд, был создан по указке сверху. Я даже просматриваю некую логику. То есть 25 июня проходит наш митинг, где участвуют ветераны. После этого вас в Ахтубе арестовывают, сажают в тюрьму на 20 суток, предварительно пытаются там возбудить на вас уголовное дело. А потом параллельно, значит, идет инициатива со стороны Министерства обороны о создании параллельного, значит, общественного объединения Республиканского союза ветеранов. Вот вы как прокомментируете, это что за организация вообще? И, на мой взгляд, это, наверное, сделано в пику как раз-таки уже существующему активному общественному объединению Союза ветеранов на таджико-афганской границе и других военных конфликтов. Знаете, я вот впервые с этим сталкиваюсь вообще, вижу такую прям активность пиара этой организации «Парыс».
во главе которого поставили военно-афганцев. Вот здесь вот, смотрите, я хотел бы зачитать. Стратегия 2050 KZ, да, .kz, сайт. Newsmail.ru заинтересовался этим, тоже опубликовали. Казправда, Казахстанская правда на сайте. Потом meta.kz, потом time.kz, потом nur.kz, ну и многие другие сайты. Представляете, вот впервые слышу, да, чтобы кто-то так пиарил вообще общественное объединение республиканское. Ни одна организация, вот мы вот уже с 2012-2013 года, нас никто так не пиарил, как их быстро начали пиарить, это именно после того, когда наши ветераны вышли, отстояли интересы, и в этом вопросе вот у меня возникает такой момент, где это была организация до 25 июня 2021 года, почему она сейчас только родилась, и вообще у меня такой вопрос, чем они будут заниматься? Вопросов очень много, да. Почему они в 2012-2013 году, почему они не участвовали в никаких рабочих комиссиях, заседаниях, почему вот они не двигались. Вот раз и решили, вот Министерство обороны в свое время создали Совет ветеранов вооруженных сил Казахстана. Может быть, проснулась гражданская позиция, лучше поздно, чем никогда. Мы понимаем, что это, конечно... По сути дела, конфликты закончили, мы вывели войска последние в 2000 каком году в Таджикистане? В 2001, да, ушли мы последние? Последние в 2001 году, да. В 2001 году. Прошло 20 лет, и тут товарищи вспомнили о том, что надо защищать интересы. Эти проблемы же были с 2001 года, когда последний солдат вышел. Почему они Вы уже столкнулись с этими проблемами, правильно? Когда пришли домой, рисковали жизнями, честно исполнили свой воинский долг, да, и тут стала проблема гражданской жизни. Вы поднялись эти проблемы. И проблемы были и у афганцев, были и у Нагорного Карабаха, участников действий. У всех были проблемы, которые систематизировали, и вы начали с 2012 года, уже поняли, что надо, как говорится, казахша, когда Джиламаган Балага, Емшек Пермит, вы начали эти вопросы поднимать, правильно? Участвовали эти ребята сами участвовали в этих процессах, ходили, какие-то свои предложения хотя бы устно давали, что давайте решим эти проблемы. Афганцы, эти ветераны боевых действий с каждым годом становится все меньше, умирает от болезней и ран. Давайте решим эти проблемы, хоть что-то сделаем. Была с них инициатива-то какая-то? Знаете, я думаю, они находились в глубоком общевойсковом резерве, очень глубоко, прям где-то глубоко-глубоко, где-то в глубине. И вот после 25 числа они родились, да, вот. Да. Сразу тут же появились лидеры у них там, полковников, которые мы первый слышали. Ну это похвально, если пошло, да, это тоже, хоть когда-то кто-то... Может быть, да. Это в том числе результат нашего митинга. Я вот бы хотел бы добавить здесь, вот действительно, сейчас шутим, но это очень серьезно, это смех сквозь слезы, действительно. Проблемы эти же возникли не спонтанно, эти проблемы были десятилетиями продолжались. Ни Министерство обороны, ни власть к этим проблемам же не прислушивалась. Это я вот наблюдаю, изучая этот вопрос, столкнулся с тем, что люди приходили по 10, по 20 раз, заходили к одному начальнику департамента, чтобы как-то сдвинуть этот вопрос с точки отчета. Это бюрократы любой это понимает, что такое. Это надо было иметь какое желание, какие нервы иметь, чтобы каждый раз заходить 10, по 20, по 30 раз заходить, чтобы сдвинуть с точки, с мертвой точки. Это подключать надо было ее позиционеров, находить общий язык с властью, чтобы решить эту проблему. При этом власть об этой проблеме или не задумывалась, не хотела вообще поднимать этот вопрос. Эти люди, которые отдали свои жизни, которые отдали свое здоровье во имя своей Родины, то есть они шли по приказу и честно исполнили свой воинский долг. Абсолютно. Честно исполнили долг, пришли домой и посмотрите, 17 тысяч тенге, это разве... 14 тысяч тенге, это решит проблему даже одного ветерана, не говоря о семье. То, что сейчас добились, да, вот я к чему это говорю, о том, что это вообще мизер. Это надо сейчас этот вопрос поднимать, о том, что дать достойно эти ребята, о которых мы сейчас говорим, о будущем нашем поколении, о том, что вот сейчас военно-патриотическое воспитание, какое мы дадим сейчас воспитание подрастающему поколению, когда они увидят, какое, грубо говоря, вещи своими именами называть, свинское отношение по отношению к своим же людям, которые не на слова, а на деле доказали свою любовь к Родине и преданность Родине. Патриотизм они на деле доказали, и у нас такое отношение. Какое молодое поколение? Мы потом удивляемся, что они хотят 2 года лучше я отсижу за взятки, зато 30 лет не буду платить за ипотеку. Откуда это мнение появляется? Откуда вот эти вот мысли у молодого поколения поднимаются? Потому что они видят, что думаем одно, делаем второе, говорим третье. Вот отсюда все это идет. Мурат Мурахметович, когда были в Чимкенте, помните, да, мы встречались с действующими
вот по сути военнослужащие, которые вышли на пенсию. Да. И вот они рассказывали, то есть они до сих пор живут на территории военного городка. Они до сих пор живут там, потому что им негде жить, у них нет квартиры, нет жилплощади. Это уже многодетные семьи. И они говорят даже, вот эти пенсионеры говорят, даже не дело, да, может быть, даже не в нас, не в том, что у нас там нет жилья. Нам, говорят, стыдно смотреть в глаза молодым офицерам, которые только пришли служить, и когда они видят, что с ними будет, когда они выйдут на пенсию, когда они всю жизнь отдадут вот этому военному служению, жизни в казармах, там, во всех регионах страны, да, когда их там военная жизнь очень непростая, да, все время вот в таком положении, все время там бросают из одной местности в другое там, и так далее, но все время на передовой. И тут он вот практически всю жизнь отдал этому, и на пенсии он оказывается без жилья, и окажется... И он говорит, когда эти офицеры молодые видят нас в этом положении, у них сразу падает дух, падает воинский дух. Я думаю, что государство, которое думает о своем будущем, государство, которое хочет удержать целостность своей страны, особенно наше государство, которое по территории занимает 9-е место, и все там соседи смотрят, не все соседи, может быть, но именно те, которые там агрессивно настроены, они смотрят на наши земли с вожделением, смотрят и думают, как бы эти земли к рукам своим прибрать. Тут в такой ситуации, я думаю, что государство просто не имеет права так относиться к своим военным, к своим солдатам, к своей армии. Вот хорошая была поговорка, я не помню, кому из великих людей она принадлежит, тот, кто не кормит свою армию, будет кормить чужую. Да? Вот это вот абсолютно верно, и оно, наверное, сейчас вот действительно относится к Казахстану. Ну, касаясь вот сегодняшней вести, хорошей вести о том, что Мажилис принял эти поправки на рассмотрение, это огромная победа действительно нашей партии, движения, ваше общественное движение, Союз ветеранов, участников боевых действий. Это должны ветераны, которые сейчас смотрят эту программу, должны это понимать, что благодаря вам, тому, что вы вышли, а митинги – это одна из форм донесения своих требований для власти, это цивилизованная форма общения населения с властью, то есть народа с властью. Если власть не понимает какие-то требования, не удовлетворяет, народ имеет право выйти и выразить свою волеизлияние. И это то, что мы и сделали этим митингом. Я хочу сказать, что это большая заслуга ветеранов, самих ветеранов. Вы вышли, вы доказали, что вы будете требовать свои требования и будете защищать свои права и обязанности, свои права. Вы это доказали. Власть прислушалась к вам. Это все взаимосвязано. Не бывает просто так. Не бывает, что власть просто так или вдруг инсценировала вам вот эти вот поправки, решила обратиться к народу. 30 лет она это не решала. Вдруг решила, спонтанно вдруг решила. Все вот эти принимаем поправки, надо с ветеранами позаниматься. Это благодаря тому, что вы выразили, что вы не безмозглые, что вы имеете право голоса, что можете выйти, если надо доказать, что вы достойны своих требований и вы добьетесь своего. Вот это самое главное. Ветераны должны это понимать. Поэтому здесь должно быть объединение. Вот вы сейчас они увидели свои ростки первых побед. Это для всех ветеранов, это ростки первых побед. Вы должны понимать, что да, вы можете добиваться. Вы должны действительно работать над этим, объединиться, четко понимать свои задачи и действия, четко делать, работать, как говорится, по уставу и довести эту работу до конца. Это все решаемо. Это все решаемо. Вы доказали это. Первые победы, это предвестники будущих побед. Если на то посмотреть, это предвестники будущих. То, что создается новая организация, ну, мы как партия, мы готовы со всеми сотрудничать, лишь бы это было действительно на пользу общему делу, да. Тут я понял, что Смагулов боевой офицер, я думаю, есть у него честь и достоинство, какие-то определенные понятия. Раз он согласился на такую работу, должен понимать об ответственности, которую он на себя возложил, правильно? Будут деньги у них, конечно, если это создан проект, это понятно, что ежу понятно, что это не инициатива снизу, так это не делается. Вы сами знаете, создание вашей организации, сколько это уже, с 2012 по 2013 год вы только занимались организационными моментами, правильно? Ни о каком пиаре вообще речи не могло быть. Даже ветераны не могли нас узнать. Да, не признавали даже. Не признавали. Тут это уже понятно, конечно. Проект, ну, мы приветствуем то, что власть развернулась. Хоть таким образом развернулась к вашим проблемам. После 25-го. Да. После нашего я хотел бы сказать, что Смагулову, если он боевой офицер, действительно, он сейчас будет возглавлять боевых ребят, которые прошли огонь, видели, заглядывали смерти в глаза. Эти ребята не прощают подлости и предательства, правильно? Они не прощают обман. Это он об этом, он должен вспомнить своих боевых товарищей, которых он потерял, если он участвовал в этих боевых действиях.
вспомнит и с этой точки зрения, с этих позиций должен отталкиваться в своей работе. Да. У него всегда есть право выбора. Если он взял на себя эту ношу, ответственность, он должен нести теперь ее достойно. Мы готовы с ним сотрудничать, готовы встретиться на любой площадке, обсудить эти проблемы, встретиться со всеми ветеранами. Почему? Потому что те деньги, которые сейчас будут выделяться, они должны направлены быть на ветеранов. С этой позиции мы должны его приветствовать. Потому что деньги будут, и он должен это решить вопрос. Вы сегодня говорите о том, что умер парень, который так и не дождался помощи. Пусть обратит на него внимание сегодня. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Пусть окажет, Да пусть окажет ему помощь, действительно. Да. Не закупает дорогие офисы и не распределяет огромные зарплаты, которые будут сейчас у него по штату. Он должен сейчас понять о том, что надо сейчас сделать. Если он на то пошел, то пусть он делает вот эти моменты. Решит вопросы хотя бы точно. Двоих, троих ветеранов. Это уже будет успех. Абсолютно правильно сказали, Асеке. Быть председателем Союза для этого нового человека, которого сейчас новую создали, понятно, там, по указке сверху, создали там в пику, ну ладно, пусть даже так, это тоже хорошо. Это хорошо, это тоже очень здорово, да. Нами проведенного митинга, это результат работы партии Ел-3Г и Союза ветеранов. Это хорошо. Но вы абсолютно правильно сказали, что этому новому председателю, этого нового вчера созданного Союза, он должен четко понимать, что это не просто пиар и там не просто какие-то там блага, которые он там будет получать. Это большая ответственность. Это тысячи судеб, это тысячи вопросов, которые сейчас перед ним будут поднимать. Да. И он себя должен конкретно проявить и показать в решении этих проблемных вопросов. Даже, условно говоря, взаимодействие с нами, взаимодействие Мурат Муратович с Союзом ветеранов, который уже долгие годы существует. Он должен таким образом решать эти вопросы, взаимодействие со всеми общественными силами, с правительством, с властями и так далее. Если же он не будет решать вопросы, да, сейчас, понятно, ему будут выделять деньги какие-то со стороны власти, со стороны правительства, будут давать какие-то, условно говоря, конфетки, но здесь нужно понимать, будет ли он просто там почивать на этом и сидеть и пользоваться благами и деньгами, либо же он что-то сделает конкретно для ветеранов. Но надо понимать, и с другой стороны, что тысячи глаз сейчас будут за ним следить. Да. И в том числе общественные организации, в том числе наша партия, и Союз ветеранов, и ветераны все. И будут смотреть, как он тратит эти деньги, что он конкретного делает для ветеранов. И если же он этого не будет делать, понятно, то я думаю, что тогда, конечно же, этот союз просуществует недолго. Я всегда удивляюсь, мы проводим такие тои, огромные тои, под патронажем акиматов районного масштаба, областного масштаба, а батыры. В то время рядом с нами живут батыры, которые, да, которые незаметны, которые имеют свои проблемы. Мы на них внимания не обращаем. Никто из власти не инициирует сказать, давайте эти деньги, миллиарды тенге тратим на эти тои. Давайте эти деньги просто одноразово хотя бы окажем помощь, действенную помощь тем, кто не может сейчас из этих ветеранов, которые инвалиды. Хотя бы им приобрести квартиру, решить какую-то возможность. Это же на виду, это же... То и он прошел, 3 дня, 2 дня он закончился. Но это же то, что они получили, это же на года, это же тысячи благодарных ветеранов, которые... Да, окажите помощь одному ветерану, тысячи будет благодарны. Почему власть об этом не задумывается? Абсолютно верно. Все действительно, почему у нас вот такое, я вам скажу, какое-то отношение, которое непонятно. Я вот сколько езжу в Европе, бывает, в Америке, у них ветераны вообще другое отношение. Мы хотим, стремимся быть рядом с ними, но в то же время мы сами к себе не проявляем не то что уважение, мы даже внимания не обращаем. И как мы хотим с ними вместе сидеть за одним столом, грубо говоря. Ветераны, вот я вам скажу, вот есть такое понятие у разведывательных служб. Они смотрят, есть ли у этого народа герои, которые способны на подвиг. И потом смотрят отношение этого народа к этим героям. Потом сделать средний балл выводится. Ну, можно с ними воевать или какие-то действия проводить против них враждебные, или все-таки поосторожничать. Это огромное значение имеет. У нас свои ветераны, которые более Всевышние, они прошли это все. Они достойно показали, что казахстанские войны, это не халам-валям, это действительно войны, которые благодаря этому и нашим ребятам в Таджикистане режим до сих пор существует, и эти душманы, массовый поток наркотиков не прошел в Казахстан и дальше в Россию. Они вместе с российскими товарищами, вместе с боевыми братьями вместе защищали интересы. Это тогда Рахмон, благодаря этому. Вы посмотрите, какие отпетые войны воевали против них. Это были люди, которые с детских лет воюют. Душман это не просто воин. Он с 5 лет он уже не то, что умеет держать автомат, он может его разобрать и собрать уже знает, что такое автомат. И эти ребята достойно себя повели. Это вчерашние дети Чабану,
рабочие дети, которые пришли туда. Там не были дети олигархов, там, или дети секретаря обкомов партии, или там, главов администрации. Это были простые наши ребята, которые защитили. Нас с вами защитили. Мы благодаря им отсрочили такое понятие, как международный терроризм. Благодаря им мы сейчас не знаем о том, что то, что творится в той же Сирии, тоже благодаря им это было сделано. Тем же ребятам, афганцам, которые защищали интересы Советского Союза, они тоже воевали за правое дело, я считаю, потому что они шли по приказу, и они с честью выполнили свой долг. Те же, кто участвовал в разъединении конфликта в Карабахе, это же ребята, которые рисковали жизнью для того, чтобы армяне и азербайджанцы жили мирно, чтобы хотя бы на тот момент было меньше человеческих жертв. И благодаря им же счет жертв не пошел на миллион, правильно? И сохранили вот этот зыбкий мир на Кавказе, который сейчас пытается Путин до конца уже довести это дело. Тогда эти ребята делают. Почему у нас не должно быть отношения, достойные отношения? Я обращаюсь к власти, все-таки обретите человеческое лицо, в конце концов. Нормальное, адекватное человеческое лицо. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться опять же к министру юстиции Бекетаеву. Вот, уже который раз 12-15 раз подается очередное уведомление, заявление о регистрации партии Ельтрега. И нету никакого шага в нашу сторону. Вот наши ветераны выходили вместе с народом, чтобы зарегистрировали. Власти просто боятся. Они тем самым выказывают страх. Хотя я думаю, как можно бояться свой народ, как можно бояться активных людей своего народа. Вот Асикеш сейчас очень правильно сказал, да? Никогда нельзя топить своих батыров. Вот наоборот, тех смелых людей, которые имеют смелость выйти, что-то сказать, правду в лицо властям, их надо беречь. Батыров надо беречь. А я думаю, что те, кто в рядах партии Ельтрега, это все батыры. Почему? Потому что они, несмотря на все вот это давление, несмотря на все то, что там со всех сторон давят, пытаются запугать, они все равно за народ говорят, выказывают свой голос и говорят власти правду в лицо. Не за себя лично, за других людей, за народ, за все население Казахстана. Поэтому я думаю, что они должны, они зря это делают, они просто тем самым показывают свой страх перед партией Ельтрега, показывают свой страх перед теми батырами, которые выходят. За 8 лет в Казахстане не зарегистрирована ни одна партия, кроме этих коммунистов, которые переоделись. Были раньше Коммунистическая народная партия Казахстана, стали НПК. События последних годов, особенно с коронавирусом, показали неспособность нашей власти. У нас нет даже конституционного плана, у нас нет мобилизационного плана, который при Советском Союзе всегда был. Он был всегда. Власть знала, что делать при таких каких-то чрезвычайных обстоятельствах. Мы с ужасом узнали, что у власти этого нет. То есть какое-то стихийное бедствие, какое-то ЧП, мы не знаем, что делать. То есть мы будем решать по ходу пьесы. То есть война план покажет. При этом власть, она получает за это, из налогоплательщика, получает деньги, пользуется благами. Они больше, чем бизнесмены, летают за границу отдыхать на лучших курортах мира. Если сейчас пронести такую хронологию, просмотреть все это, делать анализ, вы увидите, что чиновники, имея какую-то определенную зарплату, чтобы съездить туда за границу, он должен для этого 10 лет поработать. Но вот спокойно может себе позволить такие растраты. Вы посмотрите, разрыв между властью и народом, между даже средним классом огромен, он страшный. Он никогда к хорошему в истории, это надо отметить, что в истории такого не было, чтобы это все заканчивалось просто так. И власть сейчас должна понять, что нельзя вести себя так, как она ведет себя, как в 90-х годах. Сейчас надо, грубо говоря, переобуться и пойти уже навстречу, установить диалог. Сколько там людей у них в этом же Нур-Отане? Почему они на эти площадки не выходят, дискуссионные площадки? Почему не обсуждают проблемы? Вот вы приглашали буквально после митингов, клялись, вложили, что придем, будем обсуждать эти проблемы. Все, самоустранились. Самоустранились на уровне даже такого среднего звена во власти, они самоустранились от этой проблемы. То есть опять похоронили. Ждем, чего жду? Следующих митингов, следующих волнений жду. Я вот этого не могу понять. Логики, вот самой логики построения взаимодействия власти и народа. И действительно, закончится коронавирус завтра. Что будет дальше? Как они хотят вот эту точку отчета, точку кипения, как они хотят ее погасить? Вот я не могу этого понять. Что для этого нужно, чтобы все-таки мы установили нормальное... Всем понятно, что нужно перестраиваться. Уже даже, я не знаю, там даже
человека, который там нет высшего образования, даже понятно, что сейчас нужно перестраиваться. Нужно Что жить так нельзя. Жить нельзя. Это приведет к очень плохому результату, к очень плохому концу. Никто этого не хочет. Ни мы этого не хотим, ни ветераны этого не хотят, ни другие этого не хотят. Все хотят, чтобы наша страна развивалась, дальше двигалась только вверх. Но, к сожалению, многие наши чиновники загоняют ее все глубже в яму. И сейчас получается, что народ очень недоволен, а власть никак не может пойти на то, чтобы создать вот этот механизм, систему, трубы, я не знаю, трубопроводы, как это, даже вот чтобы было понятно, обозначить взаимодействие с народом, чтобы слышать этот народ, понимать его чаяния, реагировать на него. Во-первых, здесь находятся люди, которые решают не свои какие-то личные вопросы. Нас всех в партии ЕЛТРГ уже 1000 раз пытались подкупать. Подкупать деньгами, должностями и так далее. Мы на это не пошли, потому что не это является нашей целью. Ни деньги, ни какие-то должности, ни какие-то там иные блага, которые там нам лично там хотят предложить. Это нам не нужно. Для нас самое главное – это народ Казахстана. Для нас самое главное – Всевышний видит, ради чего мы эту всю работу делаем. Поэтому мы будем все делать для народа, потому что мы видим, что в Казахстане не осталось ни одной силы, ни одной партии, ни одной организации, которая бы говорила от имени народа за народ, которая бы говорила о тех проблемах, которые стоят перед народом. Не осталось ни одной силы. Все либо созданы государством, самими властями, организации, партии, которые только умеют там только сидеть, нажимать на кнопки, поддакивать, либо там подлизывать, когда нужно там властям, либо это те, которые там не пытаются там трусить, там трусливо замалчивать все эти проблемные вопросы, которые есть. Поэтому мы, когда создавали партию ЕЛТРГ, мы сказали, что это будет партия справедливости, партия честности, партия правды, которая будет правду говорить в лицо властям, всем, несмотря ни на что. Как бы нас там ни сажали в тюрьмы, не убивали, что бы там с нами ни делали, мы все равно будем стоять на стороне справедливости, честности и правды. И мы будем стоять на стороне народа до конца, что бы с нами ни случилось. Бояться нам, кроме Всевышнего Аллаха, нам некого. Ни властей, ни других сил, ни тюрьмы, ни всего остального. Но я хочу сказать, что вот те новости, которые были сегодня, они, честно говоря, радуют. Аллаху Акбар. Да, они говорят о том, что власть, наверное, где-то услышала нас, услышала партию ЕЛТРГ, услышала голос ветеранов. Вот тот митинг, который мы 25-го провели, он оказался результативным. Многие вопросы, которые мы там поднимали, начали решаться. Пусть не все сразу, но хотя бы вот такие шаги со стороны властей пошли, и это радует. Я думаю, что это правильно, то, что и президент страны Касым-Жомарт Токаев услышал и, видимо, дал соответствующие поручения, что эти вопросы начали решаться. Я думаю, что, наверное, и остальные вопросы шаг за шагом будут решаться. Дай Бог. Мы на это очень надеемся. И партия ЕЛТРГ только будет активно, как я уже сказал, продолжать свою работу. Мы будем делать все для того, чтобы наша партия была зарегистрирована. И мы будем все те проблемные вопросы, которые стоят перед народом, мы их будем открыто озвучивать и о них открыто говорить. Друзья, здесь вот пользуясь случаем, когда находился я в городе Актобе в спецприемнике, приходили несколько людей ко мне и предлагали, чтобы я вышел из партии ЕЛТРГ взамен того, что мне предложат хорошую работу, высокооплачиваемую, все будут решаться вопросы молниеносно, только единственная просьба, надо выйти из партии ЕЛТРГ. На что я сказал? Во-первых, я не лицемер, я гражданин Казахстана, законопослушный гражданин, и мое право быть любой партией, где я считаю, у нас государство демократическое, светское, правовое, поэтому мы должны необходимо выполнять. Любой человек имеет право находиться там, где ему нравится, где ему хочется. Поэтому мы с партией ЕЛТРГ, ветераны боевых действий именно нашего союза, те, кто сегодня вступил, никто не отказывается, никто не выходит. Тому, пожалуйста, первая наша победа, вот сегодня уже 13 пунктов поправок, дополнения изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по социальному обеспечению. Мажилис парламента уже рассмотрели, рассматриваются дополнительно еще, изучаются некоторые вопросы, 29 вопросов.
И я сказал представителям, тем людям, которые пришли, мне сказали, что сверху поступили такие команды, 2 человека приходили ко мне. Я сказал, мои условия, чтобы все выполнены были по многодетным, по инвалидам, по всем ветеранам, которым мы говорили, 29 вопросов. За нами шли люди, они нам поверили, и простые люди тоже верят нам. Поэтому мы за народ, мы с народом. Ветераны, народ и партия Ильтреги едины, мы непобедимы, поэтому пугать не надо, предлагать ничего не надо. Хвала Аллаху, альхамдулях, все есть, машаллах. Аллаху Акбар. Поэтому я прошу народ Казахстана обратить на партию Ильтреги, которая добивается для всех категорий, независимо кто, и одинокие женщины, которые воспитывают детей, находятся в трудной жизненной ситуации, и матеря, многодетные, простые женщины. И вообще, вот мое мнение, вот вы как бывший экс-вице-министра труда и населения, вот здесь вот вопрос надо поднять, что почему у нас многодетные матери считаются только 4 детей и более, а почему не 3 и более? 3, я считаю, это женщины, уже 3 детей, тоже много детей. Ну, в нынешних реалиях Я это считаю, да. это да. должны быть и женщины, которые 3 детей. Это огромное количество людей, женщин. Они сразу же поддерживают партию Ильтреги. Это должна быть такая позиция наша. Вот, например, в России и в других там странах СНГ у них 3 детей многодетные считаются. Почему у нас в Казахстане 4? Почему сначала было 5, после смерти гибели этих детей стали 4, а почему не 3? Поэтому... Ну, нужны новые жертвы. Да, не дай Аллах. Поэтому давайте, наверное, Лучше, да, вот партия, я вот хотел бы, чтобы... Это реалии такие. Сейчас мир, он изменился. Сейчас один ребенок вообще. Пользуясь как случаем вашим, как заместитель, хотел бы вот обратиться от имени ветеранов, чтобы вот мы поднимали вопрос. 3 и более детей, это считается многодетными. По вопросам многодетных матерей мы еще проведем отдельное обсуждение, и эти вопросы мы до конца будем поднимать. Мы будем однозначно на стороне многодетных матерей в Казахстане, мы будем однозначно на стороне того, и будем продвигать эту политику поддержки рождаемости в Казахстане и создания некоего такого демографического взрыва в хорошем смысле, потому что мы понимаем, что на такой территории, которая занимает 9-е место в мире, огромная территория, 2 700 000 квадратных километров, это очень серьезная территория, и для того, чтобы на этой территории жить нормально и хорошо, нас должно быть много. Реке, осы мәселеге қатысты бір қосып айтатыныңыз бар ма? Бүгінгі жеңісіміз құтты болсын. Ол біздің ел тірегі мен осы ардагерлер одағының еңбегі, жәнегі кеше шыққан үндеуіміз, митингіміз сол құлағына жетіп, сол іске асып жатыр. Сондықтан барлық ардагерлерді, осы ел тірегінің мүшелерін құттықтаймын. Және де ол жәнегі ардагерлердің мәртебесінің жәнегі жеңілдіктер қазір пункттарға кіріп жатыр екен. Және де сол сияқты мына ата-аналар мен инвалид балалардың да мәселесі, және де алдымызда тұрған көп тұрған мәселелердің барлығы да шешу керек. Сол жолда біз әлі де еңбек етуіміз керек. Бізді осы мәселеде сіздермен бірге әрқашан бірге болып, Аллахтың қолдауымен сол мәселелер шешіле берсін. Үлкен алғысымды білдірем ел тірегіне және осындай бассыздер бар азаматтарға. Алла разы болсын. Рахмет Рекем. Рахмет өзіңізге. Онда осымен бүгінгі біздің талқылауымызды осымен аяқтайық. Алдымызда да әлі бір қатар мәселелер бар көтеретін, ел тірегі партиясы ол мәселелерді көтеретін болады. Ертең біраз өңірлерге де барып, сол жерде де біраз сұхбат өткізетін боламыз. Оның бәрін біздің осы ел тірегі онлайн жаңа каналынан көрсеңіздер болады. Егер осы Қазақстанның алдында, қазақ елінің алдында тұрған мәселелер сіздерді толғандыратын болса, сіздерді осы мәселелер толғандырып, осы мәселелерді шешуіне бір ықпал етеміз дейтін болсаңыздар, ел тірегі партиясына қосылыңыздар. Мынау ел тірегі онлайн YouTube каналына жазылып, қосылып, бізді қолдай отырыңыздар.